Вера Ветлугина старше одного из домов по улице Цюрупа в Уфе. Живет она одна, а потому и отходов в квартире практически не бывает. По мере накопления мешок с мусором Вера Васильевна выкидывает на контейнерную площадку. Она здесь общая, на 5 домов. Этот мешочек мне хватает на неделю, чтобы его накопить. Только на неделю. Если в том случае, если я что-то, скажем, готовила, там супы, вот такие вот очистки, картофельные, морковные. А так в разы меньше бывает. От общей статистики по Башкортостану Вера Васильевна, мягко говоря, отстает. В среднем жители республики, согласно постановлению правительства региона, производят 1,92 кубических метров мусора в год. Это 235 килограммов 600 граммов. Именно эти данные лежат в основе тарифа на вывоз ТКО. Жители многоквартирных домов за вывод твердых коммунальных отходов платят меньше, чем жители частного сектора. И если в первом случае в контейнерах действительно чаще всего оказываются обычные мусорные мешки, то вот в деревнях и селах порой бывает проблематично. О нормативах накопления ТКО и не только поговорим сегодня. В эфире программа «Генеральная уборка». Здравствуйте. Это деревня Бурцево, Уфимский район. Небольшая, уютная, ухоженная. Такой она кажется, пока не попадаешь на местную контейнерную площадку. Посреди аккуратно установленных баков гора мусора. Вы здесь с кем работаете? Дворник. И с чем сталкиваетесь? Сталкиваюсь вот с таким вот безобразием все. Даже валят, бывает, привезут не то, что в контейнер вывалить. Вывалит вот здесь или мешок картошки, луку, морковь, вот такой порченный зимой, что уже пропало. Действующий норматив накопления твердых коммунальных отходов для жителей частных домов 1,95 кубометра в год или 298 килограммов 900 граммов. В рамках мусорной реформы всю республику поделили на 5 зон, каждую из которых обслуживает свой региональный оператор. В Башкортостане их 4. Так, в зоне номер 1 для клиентов спецавтохозяйства по уборке города установлена плата 75 рублей в месяц с жителя многоквартирного дома, 76 рублей и 17 копеек с жителя частного сектора. В зоне номер 2 у Дюртюли Мелиоводстроя 94 рубля 50 копеек для МКД, 95 рублей 90 копеек для ИЖС. В зоне деятельности Эко-Сити, это зона номер 3, жители МКД платят 94 рубля 63 копейки, индивидуального жилищного строения 96 рублей 10 копеек. Рекоператор «Экология Т» в зоне номер 4 взимает 95 рублей 35 копеек с жителя многоквартирного дома и 96 рублей 85 копеек с жителя частного сектора. Тарифы у регоператора «Дюртюли Мелиоводстрой» в зоне 4+, 104 рубля 40 копеек для МКД и 106 рублей 5 копеек для ИЖС. Жители деревни Бурцево находятся в зоне номер 1 и платят спецавтохозяйству по уборке города 76 рублей 17 копеек в месяц. Но, судя по картине на контейнерной площадке, региональный оператор здесь явно работает в минус. Здесь наблюдается взрывной рост норм накопления отходов. Он здесь не то что в разы, в десятки раз превышает реальные нормы накопления проживающих в этом поселении и рассчитанных контейнеров, объемы накопления мусора на данной контейнерной площадке. Горы отходов, из-за которых даже не видно так называемые лодочки, большие контейнеры для крупногабаритного мусора, стали причиной массового обращения жителей в социальных сетях к властям республики. У нас вот просто скапливается очень быстро мусор и не успевают его вывозить. Здесь вот сейчас не жарко, пока не воняет. А вот как только тепло было, здесь прям ужасно было находиться. Мы, местные жители, страдаем от того, что весь мусор с этой помойки разлетается по всей нашей деревне. Мы просим просто огородить и вывозить чаще, как можно, вот эти все контейнеры. Контейнерная площадка возле Бурцева является основной для жителей 4 деревень. В каждом населенном пункте есть свои небольшие площадки. Но это удобно размерами и тем, что находится рядом с трассой. Видимо, именно этот момент оценили недобросовестные строительные фирмы. Сейчас идет активная застройка нашего поселения. И очень много строительных фирм, которые экономят, просто не понимают, какие неудобства жителям они создают, и вывозят на площадку строительный мусор, что запрещено.
Проблема, как отмечает глава сельсовета, появилась с приходом тепла. Помимо строительных отходов на контейнерной площадке оказывается и мусор после субботников. Из-за такой свалки на площадке мусоровозу даже негде толком развернуться. Сквозной выезд, который изначально был в проекте, пока отсутствует. Вообще над этим работаем, чтобы сейчас огородить, чтобы не разлетался мусор. И по поводу сквозного выезда вопрос рассматривается, вот так скажем, чтобы не заводить в заблуждение ни жителей. Вопрос рассматривается, будем все прорабатывать. Но огородим в ближайшее время. Пока этот материал готовился к эфиру, стало известно, что водителя одной из строительных фирм, который незаконно выкидывал на площадку возле деревни Бурцево строительный мусор, удалось сфотографировать. Представители фирмы, которые не заключали договор с региональным оператором, принесли свои извинения и оштрафовали сотрудника. По нормативу за вывоз отходов платят не только физические лица. Фиксированные тарифы действуют и для юридических лиц. Они утверждены постановлением правительства Башкортостана еще в конце 2018 года. Нормативы накопления коммунальных отходов на территории Башкортостана для юридических лиц, они у всех разные. У предприятий торговли они берутся с квадратного метра, у предприятий административного хозяйства они берутся с одного сотрудника по количеству сотрудников. А дошкольные учебные заведения, они по учащимся. Если это клубы и кинотеатры, то по посадочным местам. Размер платы за вывоз ТКО устраивает далеко не всех предпринимателей. Возможно, поэтому многие из них до сих пор бегают от рекоператоров. К примеру, на апрель 2021 года только 10% юридических лиц заключили договор со спецавтохозяйством города Уфы на такие услуги. Но здесь есть выход – платить не по нормативу, а за фактическое образование отходов. Для этого предприниматели и юридические лица обязаны иметь контейнер свой, также зарегистрированную контейнерную площадку в муниципалитете, и вести журнал учета образования отходов, иметь договор на приемку вторсырья и оплачивать по факту образования отходов рекоператорам. Это одна из торговых точек сети магазинов парфюмерии и косметики в Уфе. Всего в столице региона их 11. Все по-честному. Договор с регоператором заключили, платят по нормативу. Только есть одно «но». Так как товар в наш магазин поступает в пластиковых контейнерах, то в принципе отходов никаких в магазине нет. Бывает, что товар поступает в картонных коробках, но картон мы собираем и согласно договору сдаем в организацию. Те небольшие отходы, которые бывают в магазинах, сотрудники выносят на площадку многоквартирного дома. Они бы и рады платить по факту, так раза в 4 дешевле. Но возможности установить отдельный контейнер у них нет. За моей спиной находится контейнерная площадка, состоящая из 6 контейнеров. В эти контейнеры складывается мусор с нескольких десятков жилых домов пятиэтажных. Соответственно, дополнительный контейнер, если каждая организация нежилая установит, то понадобится площадка примерно равная пятиэтажному жилому дому. Выход представителей сети магазинов видят в том, чтобы все отходы с торговых точек свозить на контейнерную площадку, которую можно установить в их распределительном центре. Но здесь опять не все так просто. Для перевозки ТКО нужна специальная лицензия. Как пояснили в Минэкологии региона, решением проблемы может стать так называемый пакетный вывоз, близкий к фактическому. При заключении соответствующего договора с рекоператором произойдет смена норматива и снижение платы за вывоз. А это один из крупнейших торговых центров Уфы. Здесь платить за вывоз ТКО предпочитают по факту. По нормативу за квадратные метры тариф для них был бы просто баснословный. Заботясь об окружающей среде, для партнеров центра и посетителей организован раздельный сбор отходов. Ведется учет. У нас в компании разработана специальная программа, она называется Sustain, и в ней работают все торговые центры по всему миру. В этой программе отражаются все категории отходов, которые сортируются и передаются на дальнейшую переработку. И цель компании с каждым годом увеличивать количество отходов, которые мы передаем на переработку.
Люди в специальных белых костюмах, документы в руках и контейнеры, которые кто-то для чего-то взвешивает и замеряет сантиметровой лентой. Практически кадры спецоперации. По сути, так и есть. Увидеть подобное можно раз в 5 лет. Так определяют нормативы образования твердых коммунальных отходов. Замеры проводятся 7 дней в неделю, без перерыва. Не все контейнеры являются полными. Соответственно говоря, по этим нашим усредненным расчетам и пойдет плата населению. Если бы данная работа не осуществлялась, населению пришлось бы платить за полный контейнер. Сколько отходов образуют жители многоквартирных домов и частного сектора, предприятия торговли и парикмахерские? Список можно продолжать. Ответы на эти вопросы дадут результаты замеров. В соответствии с методикой они проходят в 4 сезона – летом, осенью, зимой и весной. Всего по Башкортостану мониторят 471 точку. В зоне внимания – крайние точки республики – Сибай, Октябрьский, Уфа и 7 районов. С началом реформы обращения с твердым коммунальным отходом, так называемой мусорной реформы, многие предприниматели и жители задают вопросы в Министерство природопользования и экологии республики и в правительство о том, что они не согласны с количеством образуемого мусора, образуемых отходов. Министерством природопользования и экологии в прошлом году заключен государственный контракт на пересчет так называемых нормативов накопления образования твердых коммунальных отходов по 40 категориям, в том числе по многоквартирным домам и индивидуальным жилищным строениям. Работу по замерам ТКО завершат в июне 2021 года. После этого результаты будут публично обсуждать со всеми заинтересованными сторонами. Тем временем на оперативных совещаниях в правительстве Башкортостана продолжают обсуждать злободневные вопросы, которые связаны с реформой обращения с твердыми коммунальными отходами. На последнем из таких совещаний поднимался вопрос о том, что юридические лица не спешат заключать договор с региональным оператором. А суть здесь проблемы в том, что это договоры с юрлицами. Здесь договоры с юрлицами и... Если позволите, не авансирующее слово, здесь такая системная проблема, связанная с нормативами и с фактами. Мы ведем в этом направлении работу. Здесь вопрос в том, что юридические лица, которые не имеют заключенного договора с региональным оператором, пользуются контейнерной площадкой близлежащей территории. Здесь я целиком и полностью хотел бы поручить региональному оператору МУП спецавтохозяйства всех этих предпринимателей обойти и заключить договор. Андрей Геннадьевич, в ряде регионов внедрили систему штрафов за отсутствие договора с регоператором. Можно ли у нас вернуться к этому вопросу? Я вот знаю, на примере Татарстан штрафует за отсутствие договора с регоператором. Я думаю, это нормально, если у нас есть такие возможности, вполне. Поэтому надо очень жесткое воздействие на тех предпринимателей, которые не хотят платить. Дело в том, что вот, в общем-то, недобор оплаты, да, ну, то есть недобор вот, получения оплаты за вывоз ТКО, он же в конечном итоге распространяется на всю деятельность регоператора и тем самым улучшает возможности для жителей, которые платят. Сортировать отходы, платить по факту, слышать мнения и уважать интересы всех сторон. Все это важно, чтобы мусорная реформа прошла успешно. Отдельный отсек для зеленого стекла, отдельный для коричневого. Также есть отсеки для бумаги, картона, текстиля. Всего 10 фракций. Раздельный сбор помогает снизить количество того, что отправляется просто на полигон, а не на переработку. А вообще прозрачный механизм начисления платы за вывоз ТКО – это то, для чего замеряют нормативы накопления, поднимают, обсуждают и решают вопросы на оперативных совещаниях. В большинстве случаев, если учитывать фактический объем образования мусора, можно снизить затраты на оплату его вывоза. Сложно? Да, но нужно. Мусорная реформа. На сегодня все. Увидимся.